На встрече говорят о мерах поддержки и существующих льготах для предприятий и бизнеса. Заместитель министра экономического развития республики Аслан Нальгиев рассказал, что в регионе по поручению главы Ингушетии создали самые комфортные условия для ведения бизнеса. Так, налоговая ставка для субъектов МСП, применяющих упрощенную систему налогообложения и выплачивающих налог с дохода, снижена до 2%. В регионе действовала ставка 6%. Начиная с этого года, с января этого года, для всех предпринимателей и юридических лиц мы установили ставку в размере 2%. Хотя на момент, когда мы разрабатывали законопроект, были скептики, те, которые не верили, что эта мера поддержки будет востребована, что люди будут пользоваться этим. На сегодняшний день, после введения этой ставки, у нас порядка 1000 предпринимателей воспользовались этой мерой поддержки. От нас в другие регионы уходили люди, где ставка была меньше раньше, до введения этой нормы. И вот начиная с этого года, по август месяц, последняя информация, порядка 50 организаций и предпринимателей уже вернулись в регион или пришли из других регионов. Для создания и развития предпринимательской деятельности в Ингушетии есть все возможности, говорят на семинаре. А если с чем-то возникают сложности, на помощь готовы прийти специалисты автономной некоммерческой организации «Мой бизнес». К нам приходит физическое лицо, то есть там юридическое лицо, ИП ЯЦ, ООО ЯЦ, самозанятый ЛАЦ. После того, как он к нам приходит, мы с ним садимся отдельно по лицам, $1000, вот мы открыто с ними говорим. Вот сегодня обычно как бывает вопрос, всех отдал, у всех закрыть деятельный вопрос. Да, уходи Уоллера, да, развиваться, мышки Уоллера. Все суммы хаисишь, ходи Уоллера, фатяны, сосагез, щи хаяжи, направление. Что одно разных, хаисал, что гож, ну разные направления, молодежь овойцка. Что идеи, что тоже молодежь. Определенно, сосаги направления, что хаилжу направление, выделка специалистов. На территории Ингушетии, с федеральной центральной Сахалова. В зале в основном жители Нацранского района, многие интересуются грантовой поддержкой государства. Направление спорта имеется ли? Есть такие тоже направления. Не то, что региональные, а даже федеральные. Что для этого надо? Надо вот заранее заниматься уже направлением, по этой направлению открыть фирму, с фирмой Ахилаем, когда открывать фирму, платить не надо. Это сейчас платить не надо, все бесплатно дается. Помощь и содействие бизнесу оказывает и фонд поддержки предпринимательства республики. Например, на льготных условиях можно получить микрозайм до 5 миллионов рублей. Основные условия для получения данного вида поддержки – это регистрация и осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Республики Ингушетия, нахождение в едином реестре субъектов МСП и, конечно же, отсутствие негативной кредитной истории. Приходите к нам в фонд для более подробной консультации. Магаз Хрущева, 12, 3 этаж. Самое главное, как говорят на семинаре, это желание, умноженное на знания. Без них предприниматель даже с хорошим капиталом не сможет удержать свой бизнес на плаву. В Ингушетии приезжие специалисты с радостью готовы делиться накопленным опытом. На сегодняшний день очень хорошую программу запустили совместно с «Мой бизнес». Значит, переподготовка ускоренная специалистов по следующим направлениям. Один из бухгалтерии, айтишники, сварщики, программисты и так далее. Есть бесплатную группу, собираем на бесплатное обучение, социальных детей собираем на бесплатное обучение, проводим какие-то программы социальные, да, там как бы объясняем людям, для чего нужны знания. Я считаю, что нужно пополнять свои знания, и это обязательно на сегодняшний момент в наших условиях. Тем более Республика Ингушетия, она мне очень нравится, ниша здесь еще не заполнена, развитие идет полным ходом. Такие встречи планируют проводить по всему региону, чтобы как можно больше людей знали о мерах поддержки государства для предпринимателей республики. Зелимхан Калоев, Джамале Султыгов, Новости 24. В Ингушетии проходит правовой марафон для пенсионеров. Бесплатную юридическую консультацию и помощь можно получить в многофункциональном центре. Активное участие в акции принимают жители селения Нестеровское. Об этом сюжет Мадины Цоро.
Одной из первых за консультацией обратилась Замира Албагачиева. Она здесь по просьбе своего 82-летнего отца Руслана Албагачиева. По ее словам, ему наполовину удерживают пенсию с января прошлого года. Дочь уже обращалась в другие инстанции, чтобы выяснить причину, но так и не получила исчерпывающий ответ. На данный момент у него 10 тысяч, 10 копейками дается, а до этого 20 тысяч дается пенсии. Так, по какой причине удержать, выяснить реально. Вот у вас эта проблема с января. Куда вы обращались? Что вы Мы обращались в этот магазин пенсионный, в Волгограду, да я толком да я сейчас на данный момент обратилась по правам человека в магазин. Специалисты сделали запрос по вопросу Замиры, и теперь нужно ждать ответ. Обещают, что случай рассмотрят в кратчайшие сроки. В этом и состоит цель проведения правового марафона, консультации в рамках которого проводятся на базе МФЦ. Следующей обратилась женщина по поводу пенсии своего 3-летнего внука, который страдает от астмы с годовалого возраста. У меня ребенок инвалид, внук. И справку конечно, регистрацию прошли. Надо сдавать эту справку или нет, узнать. Специалисты на такие вопросы отвечают сразу. Женщину уведомили о том, что справка о пенсии по инвалидности ребенка автоматически идет в пенсионный фонд, и она не должна никуда по этому поводу обращаться. Ежегодная акция «Правовой марафон» инициирована уполномоченным по правам человека. Сюда с утра обращаются пенсионеры или их представители по различным вопросам. Вопрос пенсии пенсии адяка и оттуда что ялгахетнс лупнаха предположим мотигир лупнаха что жоптала считается. Акция «Правовой марафон» проводится по всей республике с 1 по 30 ноября в многофункциональных центрах региона. Мадина Цора, Султан Магушков, Новости 24.